Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Воспитанники спортивной школы Сунжинского района успешно выступили на межрегиональном турнире по смешанным единоборствам KFT-12, проходившем на Альчике. Выступление наших юных спортсменов оказалось невероятно успешным. Первые места заняли Асламбек и Сайфула Цуцаевы, Тимирлан Бекмурзиев, Магомед Эльмурзиев, Рамадан Елхароев, Исмаил Мажиргов и Ислам Боков. Вторыми стали Хазбулат Тибоев, Амир Махаев, Хамид Бакашев и Юнус Айнароев. Поздравляем наших спортсменов с этим значимым успехом. Лучшим игроком 11-го тура зимнего чемпионата Ингушетии по футболу среди ветеранов стал Ислам Зейтов из ветеранов завода. В последней игре назрановцы убедительно переиграли крепкий МВД Ингушетии со счетом 9-3. В той игре Ислам оформил 5 результативных действий. Подчеркну, больше всего в этом туре. 3 гола и 2 результативных ассиста. По итогам 11 игр у атакующего полузащитника 5 забитых мячей и 7 голевых пасов. Он стал 6-м результативным игроком чемпионата. А команда ветерана завода лидирует в первенстве, идут без поражений и борются за чемпионство с Беркутом. Поздравляем Ислама с результативной игрой и заслуженной наградой. Открыт прием заявок на детскую футбольную лигу Ингушетии по футзалу для команд возрастных категорий от 7 до 11 лет. Место проведения – Дворец спорта «Магаз» имени Бердыевлоева на Зране. Игры будут проходить каждое воскресенье. Количество мест ограничено, а заявки принимаются до 29 декабря. Контактный номер 8 928 107 73 79. Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с национальными командами из Европы в 2025 году. Матчи планируются в марте и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных. Жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года состоялась 13 декабря. Однако сборную России не включили в список участников турнира. По итогам жеребьевки был сформирован календарь игр сборных на 2025 год. Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила чемпионат мира 2022 и Евро-2024, а российские клубы – Еврокубки. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.